Я думаю, понимает, но недооценивает. Мгм. Понимает, потому что существует действует Министерство оккупированных территорий, взаимодействует и с Меджлисом, есть представитель по Крыму, есть внимание к этому прокуратуры, которая работает на Крым. Но если Есть мы... постоянное представительство Да, президента. но если мы посмотрим выступления, заявления и какие-то релизы, которые выходят с Банковой, тема Крыма за последние полгода поднималась, ну, в лучшем случае, 2-3 раза. Ну, вы знаете, я вот тут с вами не соглашусь, потому что тема Крыма в последнее время, как мне представляется, я могу ошибаться, она актуализировалась, особенно после визита министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба в Германию, где он общался с Хайко Маасом, своим немецким коллегой, и они там разговаривали о создании какой-то международной площадки по неизбежной деоккупации полуострова. Ну, это разве не активизация темы Мы Крыма? говорим о Банковой. Мгм. Я не говорю Ну, о подождите, МИДе. у нас Министерство иностранных дел, оно же, понятно, да, реализует политику президента, функция которого это внешняя политика. Понятно, откуда идет вектор, нет? Да, но сейчас мы видим, что иногда заявления господина министра иностранных дел не совпадают с той риторикой и с теми месседжами, которые продуцирует Банковая. Угу. В отношении Донбасса, например. В отношении партнерства с нашими западными соседями, в отношении, вообще в отношении российско-украинских отношений. Поэтому я бы разделял инициативы господина Кулебы и то, что он сохраняет Крым в фокусе внимания министерства, ему надо поставить памятник, как говорится, это большая заслуга. А с другой стороны, я бы хотел большей активности, проактивной позиции стороны банка и президента в первую очередь.